Новый год – это пора чудес. Так уж повелось, что когда планета совершает свой оборот, то мы начинаем верить в чудеса как-то по-особенному. То ли маркетологи постарались, то ли впрямь вековые традиции. Одно дело, когда эти чудеса направлены на добро и действительно греют душу. И совершенно другое дело, когда за эти чудеса добровольно приходится выложить свои кровно заработанные. В последние годы рынок услуг самопознания переживает бурный рост. Астрологи, тарологи, коучи и духовные наставники активно продвигают свои курсы, марафоны и индивидуальные консультации. Яркие баннеры, вдохновляющие истории с обещанием мгновенных трансформаций – все это создает иллюзию, что просветление, успех и счастье можно получить по подписке. Но за глянцевой оболочкой нередко скрывается система, построенная на манипуляциях и финансовых рисках для клиентов. Только вот разглядеть это могут не все. И случается так, что иногда наступает так называемая точка кипения. Основательница кофейни Наталья Решетняк публично высказалась о популярности подобных тренингов. Что касается предпринимателей, на самом деле это очень уязвимая часть, да, так сказать, общества, потому что люди постоянно находятся в диком стрессе, это огромная ответственность, да, это руководители, да, и вот это история про то, что «а что мне делать?» и кто-то справился с этим, и, возможно, я тоже справлюсь, да, то есть есть такое эфемерное такое желание, что я сейчас прикоснусь к этой информации и решатся все мои вопросы, все мои проблемы. Потому что я не скажу, что это плохо, да, то, что инфобиз — это плохо. Это есть люди, которые структурировали информацию какую-то, упростили ее и потихонечку просто подают в виде этих коротких курсов. Просто вопрос в том, что как часто мы можем обращаться к такой информации и на каких первоисточниках созданы эти курсы и насколько в них есть достоверная информация. Вот это тоже большой вопрос. Один из архивных примеров успешного успеха – проект «Бизнес-молодость», который был популярен в 10-е годы. Истины там были простые. Не надо работать и разбираться в какой-то сфере, можно просто захотеть, поставить цель и достичь результатов. Понимаете, еще какой red flag? Когда очень дорого, просто неприлично дорого, да, вот там 500 тысяч, 1,5 миллиона, да, то есть какие-то короткие курсы. Я понимаю, когда это образование, да, там MBA и прочее. Вот, тоже, вот, как бы я считаю, здесь нужно задуматься. Однако все сводилось к одному. Пришел на один тренинг, теперь пора и на второй, приятель, а за ним на третий, а дальше на курс 1 за 100 000. Скандальная репутация шла впереди основателей бизнес-молодости. Их называли обманщиками, шарлатанами, а по интернету летали ролики, как основатель движения Петр Осипов орет на участников тренинга. В том, что ты не можешь задать вопрос ни один. Только говоришь на 20 тысяч рублей свои. Но вместе с этим и росло количество положительных отзывов. Кто-то получил мотивационный пендель, кто-то полезные контакты. А вот как объяснял успех БМ один из выпускников. Ребята научились сложные вещи объяснять простым языком и делать это весело. И это было маленькой революцией. Этим выпускником был Аяз Шабудинов. Темная пародия Робин Гуда получила 7 лет колонии и штраф в 5 миллионов рублей. Аяза Рифатовича признать виновным в совершении 113 преступлений, предусмотренных 4 статьей 152 Кодекса Российской Федерации. Рынок услуг самопознания – зеркало наших страхов и надежд. Он процветает, потому что люди хотят верить в чудо. Но истинное просветление, как и любой значимый результат, требует не подписки, а работы над собой, своими целями и привычками. Эксперты связывают это с изменением спроса. Аудитория стала критичнее относиться к быстрым схемам обогащения. Люди хотят не ярких лозунгов, а прикладных навыков и прозрачности. А вот эта картина, знакомая многим миллениалам. Возможно, именно по этой причине многие из нас когда-то любили понедельники. А что сейчас? Астрологи объявили неделю любви, денег, кармических развязок. Только до воскресенья активируй Вселенную. Эти посты, словно новогодние гирлянды, вспыхивают в соцсетях, обещая миллениалам и зумерам простые ответы на сложные вопросы. Но что стоит за этими прогнозами?
Ну, потому что, во-первых, человек изначально существо, которое подвержено разным тревогам. И то, о чем мы боремся все с вами, это за какую-то стабильность, за понимание жизни, за то, что будет завтра, потому что нам сложно принимать эту действительность, такой, какая она есть, и жить в нестабильном мире. И поэтому, когда мы идем к астрологу, мы очень часто идем за каким? За прогнозом, что все будет хорошо, либо чтобы он нас от чего-то уберег. И в этом смысле вполне себе работающий инструмент. То же самое с гадалками и всеми остальными людьми, которые каким-то образом нам помогают справляться с тревогой неизвестности будущего. Тут уж как в старом анекдоте про Чапая. Есть один нюанс. Вместо того, чтобы разбираться с реальными проблемами, человек уходит в мир предсказаний. А потом удивляется, почему после благоприятного астрологического периода кредит никуда не исчез, а начальник по-прежнему невыносим. Для людей, не учивших магию, мир полон физики. И таких колдунов, кстати, просто пруд-пруди. Стоит только зайти в интернет и посмотреть доску объявлений. Ну что у нас? Предсказать будущее, вернуть любимого или вообще уникальный дар работы по фото. Ну, представим, что я начинающий предприниматель. И вот во все курсы успешного успеха я не верю, а тарологам доверяю вполне. Поэтому предлагаю прямо сейчас взять номер из объявления, позвонить и договориться о встрече. Кстати, теперь на дому или в офисе принимать для расклада не в духе современности. Ясновидящим и экстрасенсам не чуждо пользоваться благами современности, и в ход идут интернет-платформы. Здесь у нас представлены потомственные ведуньи и колдуны с многолетним стажем. Прейскурант и спектр услуг у каждого свой. Итак, моя легенда не изменилась, я работаю в найме и хочу открыть свой бизнес с будущего года. Стоит в эту сторону смотреть, стоит, потому что у вас есть перспективы в своем деле. Стоит, надо заниматься. Потом будете жалеть, и у вас потом вы вообще можете уйти как бы с найма. Вот, заниматься своим развитием. Благоприятно вам это. Благоприятно, получается, правда. Да. Вы просто постоянно оттягиваете этот вопрос. А чем дальше, тем больше. Понимаете, время идет, и вы будете потом жалеть. Идет потом уже как упущенная возможность. Если вы не начнете сейчас, у вас идет на этом 2 года всего на ваше новое дело. Если в течение этих 2 лет вы этим не занимаетесь, потом вы это уже не начнете. Да, наверное. Сейчас год идет благоприятный. Вот подскажите еще, все-таки, как-то главное начать, а с чего начать? Я так понимаю, что сферу вы не думали, да? Ну вот да, я думала, что и сфера общепита меня привлекает. Было бы здорово как бы кофейню открыть. Но я когда-то еще и училась на курсах ноготочки делать, но тогда пандемия случилась, и ноготочки так и... Короче, ничего себе не стало. Я вам хочу сказать, у вас пойдет и то, и то. Что самое интересное, у вас идет, смотрите здесь по финансам. А вот тут уже интересно. За 10-минутный сеанс отдаем 750 рублей. Получаем консультацию под шелест карт Таро о том, что могу и в общепите дело открыть, и в бьюти-сфере успех найду. А если я бизнес, предположим, начну не одна и возьму в долю подругу? Благоприятно, если вы будете делать это с подругой. Имя подруги скажите, я посмотрю. Имя подруги Виктория. Дату рождения тоже, да, напечатаю? Да, вот Виктория, победа. Здесь, я думаю, нам как раз-таки она очень сильно поможет с вами. Благополучно начинайте с ней. Вот. Но потом вы с ней разойдетесь, будете по-разному делать. По-разному, но это будет намного проще. Сейчас она вам нужна для того, чтобы начать это делать. Стоит, у вас это пойдет. И сразу разграничьте, когда начнете, доход. Главное, потому что из-за этого могут быть какие-то сложности. Кто за что отвечает, кто что получает. Да, очевидно, пути разойдутся по причине того, где начинаются деньги, там кончается дружба. Вдохновившись результатами такого гадания, вспоминаем классический эпизод. Карты возвещали то конец мира,
то прибавку к жалованию, то свидание с мужем в казенном доме. К сожалению, легко внушаемых людей у нас довольно много, и поэтому всякая антинаучная жвачка для мозга вроде «Битвы сильнейших» и фильмов о рептилоидах всегда будет востребована. Но дьявол кроется в деталях. Каждый пятый россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли. Таков итог соцопроса Института психологии РАН в ШЕ и в ЦИОМа. По нему 16% респондентов не сомневаются, что люди и динозавры жили в одно время. Однако 39% верят в существование ведьм и колдунов, а 34% в то, что экстрасенсы могут предсказывать будущее. У вас там сидит сущность в виде гномика. Вот, я сейчас это почистю, уберу. Еще одна практика достижения успеха – составление карты желаний. Как минимум увлекательное занятие. Однако, если человек хочет достичь своих целей, просто наклеить изображение денег, квартиры или машины на ватман недостаточно. Возможно ли сделать так, чтобы мечты в итоге сбылись? Я думаю, что она во благо в любом случае, потому что это хотя бы пространство, в котором человек может остановиться, подумать, в какой точке жизни он находится, что он хочет дальше. Понятное дело, что если мы создаем карту желаний, она сама по себе воплощаться вряд ли будет. Да? Но хотя бы осознать и понять, что происходит, мне кажется, очень полезная практика. Отчасти такие предметы, они обладают каким-то медитативным характером. А как вы относитесь к тому, что есть люди, которые, например, занимаются медитацией? Замечательно отношусь. Я думаю, что любой вам психолог скажет. Это, мне кажется, самое сложное, что есть вообще. Потому что одна из сутей медитации – это, конечно, избавиться от посторонних мыслей. Мне кажется, это как раз самое сложное. И не все люди могут это делать. А вот у тех, кого получается, вот я думаю, что они так хорошо замедляются, осознают. И это очень ресурсное состояние, если ты умеешь медитировать. Так что тут даже вооружаться хрустальным шаром не нужно, чтобы понять. Рынок услуг самопознания – зеркало наших страхов и надежд. Он процветает, потому что люди хотят верить в чудо. Но истинное просветление, как и любой значимый результат, требует не подписки, а работы. Развивать критическое мышление однозначно, это не очень просто иногда бывает. Ну, первое, это, конечно же, нужно набрать доказательства, что действительно так и произойдет. Насколько таких случаев много, да, что вот именно так это должно произойти и не иначе. А второе, это, конечно, искать альтернативу. Может быть, еще что-то по-другому можно сделать. Может быть, вообще найти третье решение, которое не написано здесь. Вот и происходит так, что благодаря преемственности поколений общество в критические моменты начинает искать утешение в мистике. Однако с ростом критического мышления сознание масс тоже меняется. Хотя, возможно, в этом тоже что-то есть.